Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 августа. Это у нас будет вторник. Мы с вами смотрим на колоде пассианс все знаки зодиака. Смотрим мы с вами от овнов и до рыбок по очереди. Ну что, поехали. Овны, 6 августа, вторник, события дня. Покажите мне, что будет у овнов. Так, овны, вторник, 6 августа. Пока ничего что не вижу. Первое событие месяц. Первое событие, которое я увидела. Может, вы, конечно, еще что-то увидели. Сундук, смотрите, еще есть. Сундук. Будильник. Третье событие. Молния, четвертая. Так, ну здесь вроде бы нет. Проверяем, конечно, горизонтали, вертикали. Обязательно проверяем с вами, потому что здесь тоже может скрываться какая-то информация. Вот, пожалуйста, ключик есть по горизонтали. Ключик есть. А по вертикали есть корона по вертикали. Корона. Здесь нет и здесь нет. Получается, у вас 6 событий. Первое событие месяц, он показывает что-то цикличное, то, что постоянно повторяется. Там каждый месяц, каждые 3 месяца, каждые, не знаю, там 3 недели. Возможно, это вот доход. Видите, рядом выпал сундук, это финансовые поступления. То есть, может быть, вы каждый месяц, там 6 августа, 6 сентября, 6 октября получаете какие-то деньги. И вот карта показывает, что доход, который приходит постоянно, имеет какой-то цикл. Дальше будильник предупреждает вас о том, что в этот день вы можете куда-то опаздывать, спешить, торопиться, поэтому правильно распределяйте время. Новости вас ждут, новости в электронном виде, то есть это письмо может прийти там на почту, это может быть в телеграм-каналах какая-то новость, это может быть в переписке, там смс какая-то и так далее. Ключ показывает, что все в ваших руках, и корона – это общение с каким-то важным, влиятельным, серьезным человеком в этот день. Вот такие события для вас. Кстати, вот будильник может показывать, что вы к этому человеку можете опоздать, не успеть. Да, то есть, поэтому тут вот как бы правильно надо рассчитать время, может быть, дать себе больше времени, чтобы не опаздывать. Благодарю за внимание. Овны, перехожу к тельцам. 6 августа. 6 августа, вторник. События дня, тельцы. Корабль. Первое событие. Книга. Второе. Так, проверяем горизонталь, вертикаль. Нет, нет, нет. Нет. И есть месяц еще вот по вертикали. Месяц.
Так, хорошо, значит, смотрите, что получается. У вас всего 3 события нашла. Вдруг, если вы что-то еще увидели, тогда у вас может уже это проиграться. Получается, я нашла корабль, это долгое нудное ожидание. Казенный дом, посещение возможно, в госучреждении будете сидеть в очереди, ждать кого-то или чего-то. И месяц, смотрите, тоже выпал. Месяц показывает цикличное событие, то есть каждый месяц там, или каждые 3 недели, каждые там 3 месяца я что-то делаю. Опять же, может быть, это связано с вот этим госучреждением. Вы там раз в месяц куда-то ходите. Ну и показывает, что вы там будете долго ждать во вторник кого-то или чего-то. Ну вот такие 3 события для вас. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Так, смотрим близнецов. Вторник. 6 августа. Вторник. События дня близнецы. Близнецы, вторник. Поехали. Корона. Первое событие. Корона. Смотрим дальше. Будильник. Предупреждение. Будильник. Угу. Проверяем, значит, что здесь. Колокольчик, смотрите, есть. Еще одно событие. Шарики есть. 4 событие. Здесь нет, нет. Бабочка. Солнышко. И все. Получается 6 событий. Ну, это такое, знаете, вот среднее арифметическое. Обычно 4, 5, 6 событий выпадает на день. Получается, в этот день у вас, смотрите, общение с очень каким-то важным, влиятельным человеком. Корона выпала. Ну, это представители закона, власти, госструктур каких-то, влиятельные люди. У вас будет общение с таким человеком. Будильник показывает, что, возможно, на определенное время назначена встреча. И будильник показывает, что у вас будет какая-то проблема, вы будете не успевать. Так что учтите этот момент. И выпадает еще деловой разговор, деловые отношения, да, то есть какое-то деловое общение. Поэтому вполне может быть вот эти 3 карты проиграются вместе, 3 события. Дальше у вас будет солнышко, это радость, позитив, хорошее настроение. У вас будут радостные новости в этот день. И пустая болтовня, колокольчик. С кем-то будете вести пустые разговоры. Вот такой вот день. Ваша главная задача, да, то есть это успеть по будильнику, никуда не опоздать. Такое предупреждение. Смотрим дальше. Дальше у нас будут раки. Шестое августа, раки. Раки. Смотрим вторник, что вам приготовил. Дерево, первое событие, это приглашение. Книга, казенный дом. Подарок нельзя соединить. Ключик. Ой,
Не так соединила. Новости. Будильник, что прям у каждого знака почти будильник выпадает. Но здесь вроде бы не вижу. Значит, смотрите, есть еще яблоко, это слезы. Слезы могут быть и радости, не забываем, но могут быть и переживания, потому что будильник. Да, то есть будете сами потом переживать из-за того, что тут вот не успели куда-то. Ножницы нельзя соединить, здесь нет, и здесь нет совпадения. Получается 6 событий. Приглашение. Во вторник вас могут куда-то пригласить, позвать. Ключ. Перед вами открываются новые двери, появляются возможности. Все в ваших руках. Казенный дом. Это госучреждение. Контакт, встреча. Может, там к вам приходят из госучреждения. Не знаю, там снимать показания счетчика и так далее. Может быть, вы идете там какие-то вопросы, справки, документы делать. Дальше новости. Получение новостей. Проблема со временем, спешка, опоздание, ну, в общем, проблемы со временем и слезы. Так что вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, перехожу ко львам. Так, левушки, смотрим. 6 августа. 6 августа, вторник, события дня. Поехали. Конверт, первое событие, получение. Что-то будете получать в этот день. Пока не вижу совпадений. Ключ есть еще. Угу. Ну, смотрим, значит, теперь проверяем горизонталь, вертикаль. Да, видите, тут есть еще яблоко, слезы. Кровать. Кровать еще есть. Здесь нет и здесь нет. Получается 4 события. Первое событие – конверт. Это получение. То есть это получение, может быть, какого-то документа, справки, новости, получение посылки. Что-то получите в этот день. Ключ. Перед вами открываются двери, новые возможности. Все будет так, как вы запланировали, да, потому что у вас есть ключик. Дальше слезы могут быть. Опять же, слезы могут быть и радости. Не всегда это слезы печали. И интимная связь, кровать выпала. Ну, тут опять же, знаете, как, допустим, если вы один или одна, то есть это может быть там какой-то фильм или мысли об этом. То есть иногда это не прям проигрывается, да, по своему прямому назначению. Иногда это просто кровать. Там хочется вечером пойти пораньше лечь спать. Даже и так может проигрываться. Так что, ну, в принципе, плохого ничего. Там ни обманы, ни неприятности никакие. Ничего такого не выпало. Ни конфликты, ни скандалы. Так что в целом можно считать день хорошим. Смотрим дальше. Дальше у нас будут девы. Девы, 6 августа.
августа, Девы. Конфликт сразу же, первое событие и 2 меча. Конфликт, скандал, 2 разных мнения, и никто никому не уступает. Слезы, скандалы, слезы. Любовь нельзя. Бокал, застолье. Дорога, машина. Шарики. Будильник, опять этот будильник. Какая-то будет общая такая проблема со временем в этот день. У каждого знака почти выпало. Так, смотрите, здесь 2 варианта. Здесь, ага, даже 3. Даже вот так. Видите, первые гости были. Все, тогда делаю, оставляю гостей и кровать. Но здесь можно было еще соединить книгу. Но тогда гостей нельзя. Ну, раз я гостей увидела, значит, книгу нельзя соединить. Так, ну и колокольчик. У вас прям событий целая куча. Не, периметр не вижу. Получается, у вас выпадает скандал в этот день. Скандал, ссора, слезы. Проблема со временем. Это вот негативные события. Да, то есть будильник показывает обычно спешку, опоздание, какие-то неприятности. Дальше застолье, гости, поездка, пустые разговоры, болтовня. Да, то есть, возможно, дорога, вы пойдете в гости, там где-то хорошо посидите, отдохнете, пообщаетесь. Хорошие новости услышите, узнаете в этот день. И, возможно, еще будет интимная связь, кровать. Ну, или в вашем случае кровать — это просто вот донести ноги до кровати, упасть и заснуть за 5 секунд, да, после такого количества событий в этот день. Может быть и так. На интимную связь, да, то есть сил не хватит. Смотрим дальше. Дальше у нас будут весы. Так, все, карты разделила, чтобы не повторялись. Смотрим теперь дальше. Весы. 6 августа. 6 августа. Вторник. События дня, весы. Победа. Флаг выпадает первый. Вас ждет какая-то победа, успех, достижение. Корону нельзя соединить. Солнце, радость. Ну, оно и понятно, да, то есть победа и радость. Маска. Это уже предупреждение. Маска — это обман. Так, значит, шарики, метлу нельзя соединить. Замок. Угу. Смотрите, открываются тайны. Возможно, маски будут сброшены. Вы узнаете о том, что от вас что-то скрывали, обманывали во вторник. Бабочку нельзя. Друзья, общение с друзьями. Дружеские встречи какие-то могут быть. И ключик. Тоже интересно, у очень многих знаков выпадает в этот день ключ и будильник. Два ключевых события заметила. Получается, у вас в этот день вас ждет победа,
победа, успех в каком-то деле, хорошее настроение, радость, ну, оно и понятно. Позитивные новости вас ждут, общение с друзьями, открытые двери, возможности, тайны, открытие каких-то тайн. То есть, видите, ключиком открывается замочек. То есть, благодаря ключику открываются какие-то секреты, тайны. И маски сбрасываются, обман. То есть, я думаю, что в вашем случае здесь обман проиграется, как наоборот, вы раскроете какой-то обман. Если бы замочка, да, допустим, и ключа не было, то можно было бы сказать, что вас в этот день обманут. Можно было бы так прочитать. Но мне вот идет ощущение, что как будто бы в этот день маски будут сброшены, вы узнаете правду во вторник. Вот как-то так. Такая информация для вас. Смотрим дальше. Дальше у нас будут скорпионы. Смотрим скорпионы. 6 августа. Скорпионы, вторник, события дня. Змея, первое событие. Змея — это злые языки. Якорь. Якорь показывает, что вы где-то проведете много времени, несколько часов. Это, кстати, может быть врач, больница, змея. Либо какая-то женщина, может быть, тоже. Ожидание. Угу. По якорю будете долго ждать. Да, то есть ваш корабль будет стоять на якоре. Месяц показывает событие, которое имеет цикличность, повторяется постоянно. Вот будет во вторник. Обман. Маска. Предупреждение. Бабочку нельзя было соединить. Конфликт. Возможно, даже будете ругаться из этого ожидания, когда вот уже терпение лопнет, ждать надоест. Конверт, получение. Так. Ну, вроде бы не вижу. Как это не вижу? Удача. Вижу. Смотрим, значит, теперь дальше. Горизонталь, вертикаль. Угу. Еще есть замок тайны. Шарики нельзя соединить, дорогу нельзя соединить. И здесь нет. Получается, у вас в этот день общение с человеком, змеей, то есть это может быть либо человек, который имеет длинный острый язык и все время пытается вас ужалить, либо еще как вариант это может быть доктор, это может быть женщина, это может быть человек по году рождения, змея, то есть тут может просто описывать, да, нам этого человека. Дальше, значит, смотрите, ожидание, корабль и якорь, долгое, нудное ожидание. Конфликт, скандал, обман, открытие тайн, замок. То есть, скорее всего, что в этот день вы узнаете, откроется тайна о том, что кто-то вас обманывал, да, то есть носил маску, может быть. Дальше удача, везение на вашей стороне, событие, которое имеет цикличность, повторяется, и что-то вы еще в этот день можете получить. Конверт – это получение. Получение информации, получение какого-то документа, получение посылки и так далее. Получение денег, кстати, может быть. Деньги тоже иногда показывает. Особенно, если вы получаете в конвертах. В общем, вот такая вот история для вас, скорпиончики. То есть тут, видите, есть предупреждение для вас на вторник. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Дальше у нас будут стрельцы.
Смотрим стрельцы, 6 августа. Стрельцы, 6 августа, события дня. Вторник. Покажите мне, меня интересует вторник. Деловая встреча, первое событие. Победа. Возможно, на этой встрече вас ждет победа, то есть какой-то результат хорошо для вас пройдет. Здесь не вижу. Значит, теперь смотрим горизонталь, вертикаль. Успех еще есть. Венок лавровый, венок победителя. Успех. Друзья также есть, сердце. Друг, дружба. Гости. Друзья, гости выпало. И солнышко, радость. Хорошее событие, одно событие, да, то есть придут, может быть, в гости друзья, хорошо проведете время, будьте довольны, либо вы пойдете в гости к друзьям. Так, здесь нет, смотрите, у вас классный день, у вас показывает, что будет в этот день какая-то важная встреча, деловая, рабочая, и эта встреча пройдет, видимо, очень успешно, успех и победа, да, то есть успешно, и, соответственно, этот успех принесет вам победу, какой-то результат позитивный. И плюс в этот день также будет общение с друзьями, гости и хорошее настроение. Прям классный день. И в делах, и в отношениях все хорошо. Благодарю за внимание, стрельцы, и я перехожу к козерогам. Так, козерожки, смотрим теперь, что у вас. Так, козероги, 6 августа, вторник. Смотрим. Цветочек. Прекрасно. Цветок показывает исполнение желания. И шарики. Успех. Змею нельзя. Любовь. У вас прям пока картина маслом. Посмотрим, что дальше будет. Сказала на свою голову. Расческа, неприятность. Слезы, неприятность, слезы. Какая-то одна, видите, неприятная история есть. Нерешенный вопрос. Так все начиналось чудесно. Новость. Здесь нет. Проверяем. Горизонталь, вертикаль. Не вижу совпадений. Получается, у вас в этот день сразу выпали классные события. Это исполнение желания, позитивные радостные новости, успех в работе, в делах, любовь,
Да, то есть вот какую сферу не возьми, везде хорошо. Новости хорошо, любовь хорошо, работа хорошо. Но дальше ситуация немножко усугубилась. Показывает, что может произойти какая-то неприятность в этот день, тоже может быть, которая доведет вас до слез, слезы переживания. Нерешенный вопрос. То есть один вопрос решится для вас очень успешно, а другой не решится. Да, то есть вот так карты показывают. И если мы посмотрим ножницы, видите, но они как бы далековато пока друг от друга, поэтому, скорее всего, что вот этот вопрос, он решится, ну, не в ближайшее время. А цепь показывает, что вы уже, ну, не один раз приступали к этому вопросу, и как-то вот не получается пока. Ну, не время еще, видимо, не пришло время. И тут, видите, выпадает рядом новость. То есть вы получите информацию о том, что что-то вот не получается, не решается. То есть придет информация такая. Вот такая для вас. Такие подсказочки на вторник. Благодарю за внимание. И переходим к водолеям. Водолеи смотрим. 6 августа. Августа, водолеи, события дня. Конфликт, первое событие, 2 меча. Разногласия будут у вас с кем-то. Колокольчик, пустые разговоры. Смотрим колокольчик, змея. Кровать. Дерево нельзя соединить. Значит, здесь получается метлу нельзя соединить. Мешок с деньгами. И здесь я не вижу горизонтали, вертикали. Получается 5 событий. Конфликт может быть во вторник у вас. Пустые разговоры, болтовня, змея, общение со змеей. То есть, ну, опять же, тут смотрите, может быть конфликт со змеей, да, то есть человек там на вас нашипел, вы ответили. Но может быть и другая история, то есть конфликт где-то там с кем-то, а пустые разговоры со змеей. Может быть и так. То есть это может просто описывать человека. Женщина, медик может быть рожденный в год змеи человек, как вариант. То есть это просто вот какие-то характеристики. И карта показывает, что у вас болтовня, пустые разговоры. Дальше деньги. Но здесь, опять же, смотрите, мешок может показывать как поступления, так и расходы. Не могу сказать. Ну, точно какие-то будут взаимодействия с финансами в этот день. И интимная связь, кровать. Вот такая история для вас. То есть предупреждение, самое главное, избежать конфликта. Вам надо во вторник. Благодарю за внимание, водолеи. Я перехожу к рыбкам. Так, смотрим рыбы. Рыбы. 6 августа. 6 августа, рыбы, события дня, вторник. Покажите мне, пожалуйста, что будет происходить у рыб во вторник.
Смотрим рыбы. Бабочка. Это деловой разговор. Корона. Возможно, как раз показывает, что деловой разговор будет с каким-то очень серьезным человеком. Гости. Чашка чая. Либо разговор будет за чашкой чая где-то в кафе. Можно и так прочитать. Метла, ссора. Ножницы, решение вопросов, решение каких-то дел. Солнце нельзя, к сожалению. Угу. Так, ну здесь вроде бы совпадений нет. Проверяем теперь горизонтали. Горизонтали нет, вертикали. Цветочек тоже нельзя соединить, жаль. Ну, вертикали и весы тоже нельзя. То есть я не могу эту карту положить вот так. Я могу только вот сюда ее. А повернуть не могу, поэтому нельзя. Получается, значит, рыбки, смотрите, деловой разговор выпадает, будет в этот день какой-то важный у вас во вторник, и выпадает корона, да, то есть деловой разговор с каким-то важным влиятельным человеком. Дальше решение вопроса уже хорошо, то есть, скорее всего, что этот разговор приведет к решению какого-то вопроса. Гости, чашка чая, и мне не нравится ссора. Выпала ссора, может быть небольшая ссора, но опять же метла еще иногда проигрывается как уборка, поэтому может быть у вас таким образом проиграется. Но если нет, то будьте осторожнее, постарайтесь ни с кем не поругаться в этот день. Ну, хотя метла показывает мелкие ссоры, да, вот если у нас, например, мечи это прям война, да, то есть это реально конфликт, это скандал, это ругань, то ссора, ну, это обычно что-то мелкое такое. В общем, вот такая информация для вас на вторник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.